Пользуясь случаем, я выражаю мое соболезнование всем семьям погибших, как со стороны таджикской стороны, так и со стороны Киргизстана. Я думаю, что тут нет ни малейшей вины ни таджикского, ни киргизского народа. Это вина политиков, это вина дипломатов, которые не смогли решать приграничные вопросы до этого дня, не хотели решать. Они оставили это на потом. Каждая сторона занималась популизмом, каждая сторона хотела получить свою личную или групповую выгоду. Я уверен, что если бы они захотели решать эти вопросы до этого конфликта, они бы этого сделали давно. Но каждая сторона видела в этом свою выгоду и хотела использовать в свою пользу. Я не хочу сейчас говорить о таджикской власти, мы уже об этом говорили, тем более это не то место для наших внутренних разборок. Вы сами знаете, что какая ситуация у нас в Таджикистане, в какой ситуации находится таджикский народ, у вас какая ситуация, и, естественно, Таджикистан находится в более сложной ситуации, как в экономическом плане, так и в политическом. Но сейчас разговор не о этом. Сейчас мы должны думать, как способствовать тому, чтобы этот конфликт как можно скорее решался, причем решался мирным путем, через переговоры, через дипломатические каналы, а не на поле боя. И таджикский народ, киргизский народ испокон веков живут бок о бок и рядом друг с другом. У нас общая история, общая культура, общая религия. Таджикский народ никогда не забудет. Я лично, мои сторонники, все, кто пережил гражданскую войну, никогда не забудут те дни, когда межтаджикские переговоры проходили в Бишкеке, когда киргизский народ приютил у себя тысячи таджиков в самые сложные дни. Когда Аскар Акаев, тогдашний президент Киргизии, в те дни, когда в Бишкеке проходили межтаджикские переговоры, я был там, я присутствовал, я видел своими глазами, ушла из жизни его мать. Он сказал, что пока таджики не будут подписывать политический протокол, я не дам согласия на похороны моей матери. Он не участвовал на похороне своей матери, пока таджики не закончат переговоры. Настолько для него, для киргизских властей, для киргизского народа был важным мирные таджикские переговоры. Мы этого никогда не забудем и не должны забывать. Но политика делает свое дело. Сейчас политики, наши, ваши политики, они довели дело до того, что два братских народов с оружием в руках находятся друг против друга, убивают друг друга. Из-за земли, из-за воды, из-за несколько километров, а может быть даже сотни метров нерешенных приграничных территорий. Я думаю, что это вызывает и сожаление, и грусть, и это говорит о том, что мы где-то не доработали. Я понимаю, почему с нашей стороны такая резкая реакция, потому что наше правительство довело дело до такой ситуации, когда гражданское общество, оно уже практически не существует. Духовенство, оно занимается не тем, что должен заниматься. Интеллигенция наша уже давно молчит. Политическая оппозиция не существует. Все решает Рахмон и одна маленькая группа. Но у вас-то, дорогие киргизские друзья, у вас-то все-таки демократия есть еще. Я очень надеюсь, что оно не будет в Киргизии, не будет так, как в Таджикистане. У вас гражданское общество очень сильное, у вас духовенство независимое, у вас средства массовой информации независимые и вещаете даже поминутно о том, что происходит сейчас в регионе, в то время, когда наш государственные СМИ молчат, показывая только Рахмона, где он заседает в правительстве, решает якобы какие-то очень важные хозяйственные вопросы.
Но если у нас такая ситуация, почему ваше гражданское общество, почему ваша независимая пресса, где демократические институты, духовенство, они не работают на уменьшение этого накала, на снижение накала? С нашей стороны мы готовы, но мы далеки, мы в Европе. Внутри Таджикистана нет оппозиции, нет гражданского общества. Но у вас-то оно есть. Я очень жду от вас, от моих друзей, многие мои знакомые, которые раньше работали в парламенте, в правительстве, они сейчас мне звонят, пишут. У вас совершенно другая ситуация, вы более свободны. Давайте вместо того, чтобы через средства массовой информации призывать к мобилизации. Мобилизация для чего? Против кого? Против таджикского народа? Это бесполезно. Это никаких результатов не дает. Вы уже посмотрели. На деле, мы видели, я только что сказал на таджикском языке, киргизский народ тоже очень храбрый народ. И может защищаться. К чему вся эта мобилизация? Почему мы не должны использовать этот потенциал для того, чтобы призвать к миру, к добрососедству, к сосуществованию на этой территории? Мы можем, мы должны, мы обречены на то, чтобы жить в мире и в согласии в этом регионе.